Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Ежедневно в регионе фиксируется более 1000 новых заражений коронавирусной инфекцией. Сотни заболевших зачастую вынуждены дожидаться приезда врачей на дом по несколько дней. Больные с подозрением на COVID-19 выкладывают в соцсети фотографии длинных очередей в городских поликлиниках на запись к врачу. Якутская городская больница номер 3 обслуживает более 84 тысяч человек. Как организован прием больных с подозрением на ковид в Якутской городской больнице номер 3, расскажет гость нашей студии. Светлана Давыдова, главный врач Якутской городской больницы номер 3. Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как больница справляется с резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией? 17 января был шквальный рост обращений пациентов с признаками ОРВИ в нашу поликлинику, да. И вот в течение выходных дней мы успели развернуть, увеличить количество бригад. Если у нас в обычные дни количество бригад было всего где-то 20-25, то есть до этой вспышки, да, то мы практически за 2 дня мы развернули количество бригад до 53-56. Но с учетом того, что у нас имеются тоже санитарные потери, врачи тоже болеют, у них тоже, детишки тоже болеют, да, выходят из строя. Нам в этом случае, конечно, очень помогли республиканские учреждения, которые, согласно приказам Министерства здравоохранения, направили на помощь вместо наших санитарных потерь врачей республиканских учреждений. Это НПЦ-фтизиатрия, наркология, СПИД-центр. Врачи этих учреждений на сегодняшний день они вместе с нами оказывают медицинскую помощь. Точно так же были подняты в помощь участковой службе врачи-специалисты нашей больницы. Это врачи-кардиологи, неврологи, хирурги. Они все на сегодняшний день работают в бригадах. И на сегодняшний день именно в нашей больнице ведут прием 10 врачей взрослых, терапевтов, да, и 5 врачей педиатрической помощи. После этого только мы смогли немножко урегулировать уровень количества вызовов, потому что пациенты более такие легкие, они начали обращаться в поликлинические подразделения, да. Ну и надо отметить, что из всего количества обращений, да, с признаками ОРВИ у нас где-то 25-30% имеют подтверждение на ковид-инфекцию. И поэтому сегодня, можно сказать, в регионе тоже курсируют определенные такие вирусы, наверное, РС-инфекция, аденовирусная инфекция, да. И поэтому она сейчас параллельно это идет вместе с ковидом. И, конечно, колоссальная нагрузка идет на первичное звено. И сегодня то, что развернуты дополнительные объемы помощи для первичного звена в городе Якутске, это, конечно, нам в помощь. В принципе, протяженность обслуживания нашей больницы, она составляет порядка 35 квадратных километров, мы его так считаем, да, а количество обслуживаемого населения это порядка 84 тысяч. Ну и на сегодняшний день есть какая-то стабилизация ситуации, да, потому что мы уже как-то на этот шквальный рост очень неплохо ответили в организационном порядке, и поэтому мы сегодня имеем такие более такое стабильное состояние. Но надо отметить, что в течение этих одного дня, в период шквального роста, да, ковидные бригады нашей больницы обслуживали за один день, за один срок практически обслуживали тот объем неотложных вызовов, который у нас шло в мирное время, мы теперь так говорим, двухнедельный объем. А расскажите, пожалуйста, а по степени тяжести как болеют ваши пациенты и кого вы направляете в стационар? Ну, надо отметить, что все-таки у нас привитость населения по городу Якутск, она неплохая, практически она подходит к 80%. И сегодня увидеть очень тяжелых пациентов, конечно, это редкость. Ну, есть, конечно, средней степени тяжести, да. Это тяжелые, это пациенты с сопутствующими заболеваниями, да, сахарный диабет, точные такие пациенты, ну и имеющие такие сопутствующие заболевания
онкология, сердечно-сосудистые патологии, артериальная гипертония, сахарный диабет, да, вот эти пациенты, они тяжелее, конечно. Но в основном вот эту инфекцию они переносят в более легкой форме. Это первые 2 дня такое резкое повышение температуры свыше 38, да, 38 и выше, резкая головная боль, общая такая усталость наваливается на пациента, да, но через 2-3 дня вот эти симптомы, они уходят, и как бы чувствуется такое, ну, облегчение, да, легкое, более такое облегченное состояние. Надо отметить, что все-таки в отличие от того, что у нас было в сентябре месяце, пациенты болеют на много, ну, количество дней меньше. Если раньше мы болели где-то 10-15 дней, пациенты очень тяжело переносили вот эту инфекцию, мы сегодняшний день отмечаем на 4-5 день, ну, уже легкое такое облегчение полное. Можно сказать, что на 5-6 день, значит, уже человек полностью от этого вируса освобождается. Но у нас есть, значит, рекомендации Министерства здравоохранения, согласно которого мы работаем. И согласно, значит, рекомендациям, 14 рекомендациям по ведению ковидных пациентов, контрольный забор анализов делается на 10-11 день. Мгм. А расскажите, пожалуйста, вообще, каков алгоритм действий заболевшего? Что ему нужно сделать в первую очередь и как действовать? Ну, здесь, наверное, надо разделить пациентов на тех, которые привитые и переболевшие, да, и тех, которые не привитые и не переболевшие. Но здесь, конечно, самое главное для всех категорий пациентов, это, конечно, во-первых, изолироваться. При появлении каких-либо симптомов ОРВИ изолироваться от всех членов своего, значит, с кем ты проживаешь. Обязательное проветривание помещения, в котором ты находишься, хотя бы, ну, в такую погоду, конечно, сильно 3 раза не будешь проветривать, но 1-2 раза надо проветривать помещение, в котором ты находишься. Даже если вы выходите в туалет, да, из своей комнаты, надо носить маску обязательно. В принципе, у тех людей, которые привитые и ранее переболевшие, у которых не прошло и 6 месяцев, да, они переболевают очень даже, ну, можно сказать, бессимптомно, да, ну и, может быть, совсем небольшие такие подъемы температуры. Но у нас, учитывая, что практически работающее население, то есть такой бюджетники находятся на дистанционном форме работы, да, можно было бы, конечно, не обращаться в лечебное учреждение, а используя рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения, Российской Федерации, да, но принимать, во-первых, витаминные препараты при нарушении каких-либо, да, ну, при повышении температуры свыше 38 градусов, конечно, принимать жаропонижающие. И такие рекомендации на сегодняшний день Министерство здравоохранения Российской Федерации, оно выпустило. Ну и самое-то главное, надо изолироваться. Ну, а со стороны медицинских работников у нас тоже есть свой алгоритм действий, да, согласно которому мы сегодня тоже действуем. Если мы приходим на вызов, и там идет, ну, там проживает 5-6, да, человек, и если хотя бы у одного из, ну, нет, у вызвавшего пациента, м, у которого температура высокая, мы берем анализ, и у него подтверждается ИХА положительная, да, мы тут же сразу делаем забор анализа для тех домочадцев, которые там есть, да. А в случае, если пациента, ну, и сразу проводится назначение препаратов на месте тут же, да, и тут же выдается ему лекарство. А в случае, когда у нас у пациента, вызвавшего врача, как бы отрицательный ИХ-тест, да, ну, ему, как говорится, выписывается определенное, ну, лечение согласно тоже нашим рекомендациям, это лечение острой респираторно-вирусной инфекции. Это обычные наши противовирусные препараты. Ну, конечно, есть очень много обращений, что не у всех членов семьи там взяли анализы и так далее, да, но врач нацелен, именно когда приходит на вызов, нацелен на того пациента, на которого сделан вызов, правильно, да? И поэтому он, значит, отправной точкой для врача, который он делает заключение на данном очаге или, можно сказать, в доме, да, в квартире, он делает именно с того пациента, на которого сделан вызов. Он у него берет анализ,
Если у него положительный анализ, значит, проводится тестирование всех домочадцев, а если у него отрицательное, значит, тестирование домочадцев в продолжении, ну, как бы не проходит. И самое надо главное отметить сегодня, что вот в течение уже третий год, да, у нас пандемия идет. В принципе, мы как бы научились вовремя реагировать. И очень надо, конечно, сказать, отметить, что сегодня появились очень хорошие высокой чувствительности ИХ-тесты, которыми мы на сегодняшний день пользуемся именно в очагах инфекции. А расскажите, пожалуйста, буквально в 2 словах, чем все-таки отличаются симптомами ОРВИ от ковида и, возможно, от омикрона? Какие главные там критерии? Ну, я вам сразу вначале сказала, что это ОРВИ и омикрон, Я же не могу сказать, что сегодня у нас прямо циркулирует омикрон. Для нас это ковид, потому что для того, чтобы поставить, что это ковид, омикрон, мы должны проводить секвенирование генома, правильно? У нас это не проводится, ну, и как бы не требуется для лечения определенного пациента, да, любого пациента. Поэтому у нас этого не проводится, но мы ОРВИ от ковида на сегодняшний день и не только симптоматически выявляем, да, но и с помощью ИХ-тестирования, экспресс-тестирования, правильно, проводится. И на сегодняшний день надо отметить, что мы провели порядка 18 тысяч, вот за несколько дней, вот именно повышенной заболеваемости вирусной инфекции, мы провели за этот период порядка 20 тысяч ИХ-тестирований. Это говорит о том, что практически все вызова, где имеется температурище, где имеются жалобы на определенные, значит, определенные симптомы, врач проводит ИХ-тестирование. Ну и дифференциальная диагностика ОРВИ и ковида тут же на месте у нее проводится. Она же клиницист, она знает, какие симптомы подходят или не подходят. Спасибо вам большое, Светлана Николаевна. Благодарю вас за нашу беседу. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и берегите себя.